На этой неделе впервые в Казани выступил известный европейский коллектив – Венский филармонический Штраус-оркестр. Один из активных проводников в жизни венского музыкального наследия 19-го столетия. Штраус для России – это приток хорошего настроения, напоминание о приближающемся Новом Годе и светских галантных манер. Несмотря на то, что венские балы в Казани – это из области фантастики, музыка композиторов всегда востребована. Дмитрий Пивоваров продолжит тему. Одно из ярких событий уикенда в Казани было связано с классической музыкой. Несмотря на то, что в пятничный вечер в городе было заряжено одновременно 5 концертных площадок, зрители проголосовали рублем за бессмертную музыку династии Штраусов. Программа вечера состояла из сочинений Штрауса сына. Тем не менее, программа была выстроена по нарастающей, от маленькой ночной серенады Моцарта в разделе «Классика» до романтики Россини, Оффенбаха и Брамса. В голове романтика и, собственно, тема Штрауса с неизменными бесами в конце вечера. Мы знаем, что в России любят слушать Штрауса в преддверии Нового года. Однако мы сегодня нарушим русские традиции и показываем накопление музыкальной Австрии в разных областях. Штраус был особо популярен в послевоенные годы во время появления на экранах трофейного фильма «Большой вальс» с оперной дивой Милицей Кориус. Затем было «Прощание с Петербургом», о любви композитора и аристократки Ольги Смирницкой. Штраус появлялся на балу у сатаны в «Мастере и Маргарите», и заезжие персоны всегда окружают Штрауса, а также его современных интерпретаторов. В оркестре, кочующем по городам России, 28 музыкантов, говорящих на разных языках мира. От венгерского до немецкого вкупе с украинским и польским. Сам же маэстро-венгр Андраш Дик был удостоен ордена Рыцарского креста за вклад в популяризацию Штрауса. Фирменный стиль прослеживается в каждой ноте эпа. Казанцы уже видели симфонический оркестр Австрии вместе с солистами танцевальной парой. Формат позволяет свободно перемещаться по миру. Слушать Штрауса давно уже стало хорошим тоном и традицией в России. Это словно щелкунчик к Рождеству в европейских странах или бесконечно гастролируемое «Лебединое озеро», как признак хорошего тона и самообразования. Дмитрий Пивоваров, Рустем Кадыров, телеканал «Эфир».